Выстава мастакоў у прыбужскіх прасторах «Раскінуўся горад» сабрала 24 работы 14 мастакоў. На фотовыставе «Городские эмоции» 22 работы 9 фотографов. В честь такого праздника, замечательного праздника, большого юбилея нашего города, мы решили посвятить две выставки, два разных художественных взгляда на город и его жителей. Парахавы склеп по вуліцы Осипенко ў Брэсце работы Леонида Уласюка, ностальгічны ўспамін гарадскіх завулкаў. Я эту работу вырашыў паказаць, хаця шмат хто ведае яе. Гэта частка гісторыі горада, бо тыя крапасныя мацаванні, якія засталіся, яны існуюць, яны прадстаўляюць свой такі інтарэс для людзей, асабліва апошнія гады напярэдадні святкавання тысячагоддзя Брэста. Характары брастаўчан у вобразах вераб'ёў. У графіка Тацяны Карпук свой мастацкі погляд на увасабленне адначасова штодзённага и незвычайнага. Человек идет по улице и ловит эмоции от других людей. Есть моменты, когда люди вас просто цепляют. Вы не можете пройти мимо. Мимо многих людей вы просто идете, не задумываясь, а некоторые оставляют отпечаток. Для Анатолия Мелихаўца городский пейзаж не просто з'ява вонкавая. Из двух картин, представленных на выставе, кожное унутранное переживание автора. Вид из окна мастерской, у меня несколько таких видов. Я выбрал один: желтые облака. Очень иногда бывает красивый вид, когда садится солнце. Просто хватаешь кисти, краски, пишешь это все. На фотовыставе адлюстраванне як асабістых пачуццяў мастакоў, так и сапраўдная галерэя эмоцый гараджан. Галоўнае для фотографа не сгубить момент. Иногда, когда проходит мероприятие, ты идешь по улице, и люди на тебя просто выскакивают какой-то эмоцией. Иногда получается, что фотоаппарат это видит даже быстрее, чем ты. Вот, то есть ты сфотографировал, потом посмотрел, понял: вау, интересно, эмоции. Придя сюда, я, конечно, испытала массу эмоций таких положительных, потому что представлено большое количество очень хороших фотографий, качественных, профессиональных фотографий. Видно, что люди вкладывают в свое искусство душу, и это чувствуется. Наведать экспозиции можно до 30 кастрычніка. Уваход вольны.